стенах Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья прошла встреча с членами Временной комиссии Совета Федерации по правовому регулированию. Для гостей была организована экскурсия по центру и встреча с общественными организациями, работающих с детьми с инвалидностью в Якутии. Также на встрече присутствовали министр труда и социального развития Республики Саха-Якутия Елена Волкова, исполняющая обязанности директора благотворительного фонда «Харасхал» Ариан Николаев. В ходе встречи также был презентован проект «Цветик-семицветик», реализуемый благотворительным фондом «Харасхал». Татьяна Кусайко отметила важность данного проекта, позволяющего сократить сроки получения или подтверждения статуса детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. Участники признались, что подобных проектов в стране еще не было. Что я получила огромное удовольствие от посещения данного центра. И это связано с несколькими причинами. Прежде всего, это действительно пример реализации концепции ранней помощи, которая принята в нашей стране. И я бы сказала, это один из этапов. И надо отметить, что не в каждом регионе есть такая возможность на таком уровне реализовать данный нормативно-правовой документ. А то, что существует такой фонд, именно который работающий как ресурсный центр и имеющий своими задачами и целями именно помочь тем семьям, которые имеют детей с ограниченными возможностями на этапе прохождения переосвидетельствования. Та возможность, которая здесь предоставлена, а именно одномоментно пройти медицинскую комиссию, получить консультацию именно по исполнению индивидуальной программы реабилитации, по обеспечению техническими средствами. Поэтому это очень важно, и это тот момент и то направление, которое поможет улучшить качество жизни семьи, имеющей, к сожалению, ребенка именно с ограниченными возможностями. Я хотела бы пожелать дальнейшего взаимодействия, и это пример. Для меня это такой яркий пример хорошего положительного решения и реализации федерального закона о государственно-частном партнерстве. На круглом столе гости и участники обсудили такие вопросы, как нехватка узких специалистов в регионах, развитие доступной среды и раннюю помощь. Гости ответили на все интересующие вопросы родителей детей с инвалидностью и выслушали их предложения по развитию системы ранней помощи в регионах. В завершении участники поблагодарили представителей реабилитационного центра и специалистов фонда «Харасхал». Члены комиссии Совета Федерации по правовому регулированию были впечатлены работой якутян. Много цветов таких очень редких, красивых и больше зелени, чем цветов. Стеклянное сооружение в виде теплицы, много цветов разных. Цветы, зелень. Много желтых цветов. Чувствую неимоверный простор, разнообразнейшее количество цветов, разных цветов, всех цветов радуги, можно сказать. И почему-то у меня ассоциация идет именно вот жужжание пчел. Получается освежающая прохлада, но в то же время обвивает такой легкий, очень даже теплый ветерок. И, конечно же, солнце, зелень. Пасмурная погода, большие волны, серые облака. Море бушует, из-под туч выходит радуга. Там очень пахнет вкусно морозом, свежестью и морем. Синее-синее небо сливается с морем. Для меня, во-первых, это пляж, предвечерний час. От моря идет теплое дуновение ветра. Солнце вот-вот скоро взойдет, но все еще как бы день в своей силе. Галечное шуршание, спокойствие, умиротворение и постепенные нарастающие волны.
В суете наших поспешных дней и событий, да, нам нужно внять каждый запах, каждый звук, каждую мелодию, ловить каждый момент нашей жизни. Сначала я не воспринимала, наверное, потому что я не знала, о чем будет этот социальный ролик. Только в конце я поняла. Нужно задуматься, наверное, насчет этого. И вообще, как живется другим людям. Нам наглядно показали, что есть такие люди, на которых бывает, возможно, никогда не обращаешь внимания, или все равно невольно рано или поздно задумаешься вот о таких вещах. В специальной коррекционной основной общеобразовательной школе номер 22 прошел парафестиваль «Спорт вместе». Школьники познакомились с паралимпийскими видами спорта и научились в них играть. Летом 2018 года мы приняли участие в молодежном форуме «Синергия Севера», где выиграли грант на 50 тысяч рублей для проведения парафестиваля в городе Якутске. Мы данным проектом планируем охватить 400 школьников и также детей с инвалидностью. Благодаря нашему парафестивалю дети знакомятся с адаптивными видами спорта, с которыми могут играть совершенно все без исключения. На средства от гранта мы приобрели адаптивные виды спорта, допустим, как боча, голбол, футбол для незрячих и новус. Среди представленных спортивных игр были боча, голбол и новая настольная игра «Новус». Последняя игра относится к группе бильярдных игр, однако он проще. Помимо стола в набор входят шайбы вместо шаров, легкие и короткие кии. Новус – единственный вид спорта, где на равных могут соревноваться люди с инвалидностью и их сверстники. Правила игры достаточно простые, и освоение игры происходит быстро. В Новус могут играть одновременно 2 или 4 участника. Прошло просто замечательно, детям понравилось, очень активно участвовали, и они даже после окончания даже остались играть. Замечательно. Игры прошли нормально, и мне понравилась больше вот эта вот игра. С друзьями нормально поиграли, короче, больше всего я очков забил. Она на бильярд похожа и все такое. К нам обращаются различные школы для того, чтобы мы провели для их школ парафестиваль. Мы проводим его в основном для средней параллели, то есть все, что нужно от школы, это их желание познакомиться с видами спорта, и мы придем с нашими тренерами и проведем его. Мода – неотъемлемая часть нашей жизни. Так вот, сейчас мы находимся на показе мод «Синдром любви» при участии солнечных деток. Благотворительный показ состоялся в Музее «Россия. Моя история». Дети из региональной общественной организации Союза родителей и детей с синдромом Дауна «Солнышки Якутии» по республике Саха-Якутия стали моделями коллекции для солнечных детей от Анны Махаровой. Мы начали работу буквально совсем недавно, месяц назад.
Но сначала мы думали над концепцией, потом думали темы, потом мы брали мерки, знакомились с детьми. Я ходила к ним на встречи несколько раз, они ко мне на студию приходили. Я узнала характеры детей, и, получается, родилась такая веселая коллекция. Показ прошел замечательно, я даже не ожидала, что они такие звездные, такие крутышки, молодцы. Я очень рада и горжусь, что приняла участие в таком замечательном проекте. Организаторы подготовили насыщенную концертную программу, показали мастер-класс макияжа от солнечных детей, приготовили фуршет. Также организаторы мероприятия подготовили необычную фотозону. Множество людей приняли участие в подготовке к показу. Также благотворительный фонд Харысхал поддержал данный проект и подарил подарки детям, участвовавшим в показе. С детства я понимала, что я не такая, как все, что я особенная. Но это не означало, что я хуже или лучше. Я просто обязана была доказать самой себе и всем, что я могу. И я доказала. Можно много раз сказать, как сложились ежедневные тренировки, но не могу. Как бы мне хотелось услышать ликование болельщиков, но мне не дано. До тех пор, пока мы упорны и терпеливы, мы можем достичь любых высот. Ты способен на большее. У меня есть цели в жизни. Я люблю эту жизнь. А ты?